Привет, друзья! Рады приветствовать вас на новом выпуске подкаста «Жазбол». С вами сегодня Никита, а поговорим мы о том, как спорт влияет на продуктивность. У нас в гостях Аглиуллин Олег, Разиев Эльдар и Шакенов Жасулан. Добрый день, коллеги! Добрый день, меня зовут Эльдар. Я занимаюсь футболом, в школе баскетболом и волейболом занимался. Успехов немного, но есть. Футбол сейчас здесь, в Магнуме. Здесь, да, в Есть команде футбол? сборной Магнум. В основном я участвовал в командных видах спорта, одиночных у меня не было. И сейчас вот только футбол остался. Здорово, хорошо, спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Олег Аглиуллин. Я сейчас любительски занимаюсь большим теннисом. Вот так, чисто для себя, для общего укрепления здоровья. А вообще я был профессиональным спортсменом по пулевой стрельбе. Был в сборной Казахстана, многократный чемпион Казахстана. Участник чемпионатов мира. Лучшее место на международном соревновании четвертое – это Кубок Азии был в Малайзии. Вообще из спортивной семьи. Всю жизнь в спорте. Параллельно, в смысле, с работой. Работа у меня началась в 24 года. И да, как у многих, там 18 лет на работу. Я был в сборной Казахстана очень долго. И по окончанию, так скажем, спортивной карьеры устроился на работу в торговую компанию. Так и пошло-поехало. Но параллельно как бы не бросаю этот вид спорта. Периодически, сейчас уже реже, но все же выступаю даже на чемпионатах Казахстана. Меня зовут Жасулан, я занимаюсь любительским бегом. Бега как такового в детстве, в подростковом возрасте, точнее спорта в моей жизни не было. Я больше всегда занимался учебой, но вот в 30 плюс лет я решил перевести себя в форму и начал более-менее осознанно бегать. Вот на сегодняшний день, в принципе, уже как бы бег стабильно вошел в мою жизнь. Это уже моя ежедневная там рутина, стиль жизни. Вот. И по состоянию на сегодня я уже пробежал довольно-таки много стартов относительно. Это старты на 10 километров, полумарафон. И вот прошлой осенью впервые финишировал дистанцию полного марафона 42 километра. Коллеги, вопрос ко всем. Как вы считаете, вообще влияет ли спорт на карьеру? Есть ли такое, что спортивные люди быстрее растут в карьере? Что вы про это думаете? На карьеру спорт, безусловно, влияет в плане самодисциплины, я так считаю. Не секрет, там многие успешные спортсмены становятся известными бизнесменами. Несколько интервью я смотрел с олимпийскими чемпионами там, по силовым видам спорта. Все они отмечают то, что они в спорте для бизнеса, то, что, так скажем, полезно. Подчеркнули для себя это дисциплина и контроль над эмоциями. В некоторые моменты в бизнесе это очень важно. Не поддаваться на какие-то провокации, которые постоянно происходят в деловой среде. Держать голову в холоде, так скажем. Мысли направлены исключительно на результат. Даже в спорте очень важна психология. Во многих спортивных командах уже давно появились штатные психологи, кто работают со спортсменами исключительно на уровне самоконтроля. Для достижения вот этого самоконтроля. Потому что многие виды спорта, командные или личные, спортсмены в них там, физически примерно на одном уровне. И выигрывает тот, кто выигрывает в голове. Чаще всего, я сейчас знаю, это по большому теннису, это супер любительская история, как бы далеко не профессиональная. Но даже на простых там алматинских чемпионатах, когда участвуешь, понимаешь, что ты мог лучше, но ты этого не сделал только потому, что у тебя в голове какие-то проблемы были. Ты физически готов, можешь и бегать быстрее, возможно, но у тебя какой-то блок в голове стоит. Вот это... То есть профессиональных качеств спортсмена, способность контролировать себя, свои эмоции. Да, потому что спортсмен очень часто переживает это все. То есть каждый день практически тренерский состав погружает его в эту атмосферу, когда спортсмен вынужден бороться со своими эмоциями. В целом я полностью согласен с Олегом, да, что спорт, он действительно прокачивает твою дисциплину, твой характер, твою способность преодолевать трудности, справляться со стрессом, это определенно, да, потому что любая физактивность – это в том или ином виде все равно стресс для организма, к которому организм приспосабливается. Также я бы добавил, наверное, то, что это умение
планировать, да, то есть когда ты занимаешься спортом, тебе нужно планировать свое время, тренировки и так далее. То есть когда нужно сделать какую-то развивающую тренировку, когда наоборот нужно себя сдержать, равномерно распределять свои силы. Я бы добавил еще, что в командных видах спорта, например, там ответственность важна, плюс поддержка в критических ситуациях. Это тоже помогает и в работе, и в спорте. Возможно, какое-то взаимодействие командное и лидерские качества. Да, это тоже есть, да. Я просто в командных видах спорта не участвовал. И всегда, вот даже сейчас, простой пример, там, я начинаю играть в парный теннис. И ловлю себя на мысли, что мне это не подходит. Чисто психологически, потому что я в какой-то момент начинаю перекладывать ответственность на своего напарника. Когда он что-то не делает, лишняя, так скажем, злость мешает самому физическому процессу. Напарник-то я не знал, что у него ответственность. Конечно. Конечно. Вот это, кстати, интересный вопрос, да, разница того, как формируют или влияет на характер командные виды спорта и такие одиночные виды спорта. Давайте вот попробуем в этом разобраться. Да, там в команде, наверное, очень важно уметь вовремя друг друга почувствовать, потому что ты не всегда можешь сказать. Нужно учитывать еще мнение своих сокомандников, Да. поддерживать настрой постоянно, в целом поддерживать команду. В каждой, даже игровой команде должен быть лидер, на которого все равняются и который задает тон всему, что происходит. Как и в бизнесе. Не тот, которого все везут, а тот, кто всех подтягивает за собой. Показывает своим примером, как нужно. И там иной раз, возможно, даже какие-то конфликты убирает, отсекает. То есть моральный и физический лидер. А замечали ли вы по себе или по, может быть, коллегам, или какие-то примеры еще из жизни, что до влияния индивидуального такого одиночного спорта или командного, оно вот приводит к тому, что, например, человек вот в работе начинает больше, ну, скажем, если это индивидуальный, то вот сам как бульдозер иду вперед и все, да, и полностью сам только на себя полагаюсь. А командные виды спорта, может быть, наоборот, когда я там подключаю других, да, как-то вот там более тонко их как-то, может, чувствую, договариваюсь и так далее. Есть ли такое влияние? Я бы на себе, допустим, лично бы где-то не отметил, что такое влияние прослеживается, потому что даже в индивидуальных видах спорта твоя подготовка – это командная работа. В любом случае, в моменте там, выступления, да, ты там один, но 90% это подготовка, и ты там точно не один, и ты находишься в постоянном общении, в постоянном диалоге с психологами, те же самые, с медициной. Поэтому здесь лично я не вижу какой-то разницы между спортсменом из командного вида спорта и личного, что он может как-то иначе себя вести. Именно в там, ведении дел. Участие вот в командных видах спорта все равно помогает в рабочих процессах. Ты уже начинаешь планировать заранее все, делегировать на кого-то ту часть, с которой они могут справиться. Еще очень круто в командных видах спорта, вот, допустим, любительских, на площадке какой-нибудь компании собираются команды там, баскетбольные или футбольные, когда, выходя на поле, все забывают, кто они есть на работе. То есть шеф перестает быть шефом и становится тем игроком, на что он способен в моменте. Перестает наседать на своих подчиненных, возможно, которые там быстрее или ловчее него. То есть вот там он босс, а здесь, возможно, там иногда даже запасной. То есть спорт учит, наверное, принятию вот этих моментов. Без лишних эмоций, типа я должен быть. Ставить эго на место. Да, ставить эго на место, безусловно. Потому что ты, опять же, на своем примере, когда ты какой-нибудь, ну, вот условно, там, чемпионат Казахстана выиграл, потом на работу приходишь и какие-то достижения показывают для тебя, это кажется как будто бы таким небольшим. Или какие-то провалы, наоборот, компенсируют эту вещь. В моем случае. Я к этому отношусь так более спокойно. А интересно, знаете, вот раз мы затронули, как это связано успехи в спорте с, может быть, какими-то провалами или или наоборот тоже успехами на работе, да,
Вот интересно, вы как, если могли бы выступить как нанимающий руководитель сотрудника, либо как коллега, который участвует при да, в команде, может быть, коллективное обсуждение, вот будем брать того или иного человека или не будем, и вы слышите, что новый сотрудник опыта не имеет нужного для вашей работы, но он спортсмен. Будет для вас это каким-то значимым, каким-то плюсом ему в карму, или вы на это вообще не будете смотреть? Ну, это, безусловно, плюс. Но тут еще нужно смотреть на качество самого человека. Я так думаю. На какие? Ну, именно способность работать в команде, стрессоустойчивость, ответственность, помощь в каких-то моментах. Не, вот здесь тоже нужно быть очень осторожным, потому что люди, те, кто в спорте очень давно, у них все равно кругозор не такой, как у людей, которые в бизнесе находятся. Безусловные риски, потому что к 30, допустим, годам или 35 годам, когда многие там какие-то физические виды спорта бросают, они отстают в этом кругозоре бизнесовом очень сильно от своих сверстников, те, кто там уже 3-4 работы поменял. То есть брать его, потому что он там чемпион мира по какому-то виду спорта, было бы ошибкой. Здесь нужно, наверное, супер аккуратно лично на человека смотреть. Потому что он просто за это время не смог приобрести того опыта, который вы ждете. То есть спортсменского кумовства у нас не будет такого. Я бы, да. Нет, наверное. Я бы, наверное, если бы брал на работу там человека, да, то смотрел бы, наверное, больше на потенциал, даже не за прошлые заслуги, да, а именно на потенциал, на то, как человек размышляет, какое у него мышление. В целом, как, грубо говоря, там шарит голова. Но, тем не менее, если человек, например, успешен, да, или там в каком-то виде спорта, в целом, да, успешно занимается, то, в принципе, это означает, что как минимум в одной сфере жизни человек успешен, и, в принципе, это плюс кандидату. Что он умеет там до конца дела доводить, да, имеется в виду, что он на результат ориентирован человек. Давайте немножко приземлимся на землю, вернемся к нашей повседневной такой жизни. Когда вы проведете, например, там тренировку, как вы себя чувствуете и как это влияет дальше на работу? Потому что зачастую говорят, что вот там, не знаю, в зал ты там или сходил, или там побегал, или какую-то другую тренировку провел, стресс бросил, да, там, или концентрация увеличилась, или еще что-то. Как вы про себя могли бы сказать? Какой у вас это? После тренировок приходит приятная усталость, весь негатив уходит, облегченность какая-то есть. Которого в работе очень много, на самом деле, бывает. Да, очень много. И настроение поднимается после тренировок. Прям чувствуешь себя очень хорошо. Во-первых, бег – это не только чисто про то, что бег, это в том числе и ОФП, силовые и так далее. Но в целом, когда ты сделал тренировку, например, с утра, в целом у тебя, да, есть такой прилив энергии некоторой, то есть у тебя там голова освежилась и так далее. В целом у тебя есть такой некоторый заряд бодрости на весь день. А бывает, например, наоборот, можно сделать тренировку вечером, то есть после рабочего дня, уже когда на улице не так жарко, в прохладную погоду, пробежаться. То есть это тоже такой своего рода антистресс. Можно ли тогда сказать, что это некая инвестиция в продуктивность, что вы там замечали, что я потренировался, у меня энергии больше, если я не тренируюсь, у меня энергии меньше? Да, можно сказать и так. После тренировок... Это я честно скажу. Нет, в смысле, можно сказать, на своем примере. Да, это на своем примере, да. После тренировок прям чувствуется. Вот у меня разница. 2 среды подряд были утренние игры с ребятами в теннис. Ничья была по итогу. И весь день такой был, по сравнению с прошлой средой, не такой радостный, так скажем. Там же есть Никакого заряда я особо не получил. А в среду в прошлую я прям на крыльях бегал весь день. На самом деле. Здесь, в общем, личное мнение спрашиваете. Наверное, лично у меня это от победы зависит. А это не разжигает задор какой-то, да? Что, как же так, хотелось победить, а тут чья? Не, разжигает задор, но он держится не так долго. До следующей, так скажем, игры еще неделя. И этот задор вряд ли продержится целую неделю. Куча моментов может произойти за это время.
Я по себе, например, замечал, что я в тренажерный зал хожу, вот так, супер-супер любительский уровень, совсем любительский. Я постоянно на начальном уровне, там в тренажерке это называют подснежник, причем вечный. Я вечный. Потому что это люди, которые весной приходят, вспоминают, что надо похудеть к лету, но все равно я понимаю, что я в какие-то моменты очень сильно перебираю. И иногда это влияет, ну, там, на целую неделю, например, что я там чувствую себя прекрасно, хорошо, здорово, просыпаюсь в отличном настроении и так далее. А в другие моменты, видимо, из-за какой-то перетренированности, состояние потухшее, и там еще черт разберешь, из-за чего это вдруг. А потом вот если проанализировал, то это вот я там слишком много потренировался, нагрузка слишком высокая. А есть и такой, ну, у меня, по крайней мере, такой эффект. Но у меня тоже, допустим, отдохнуть для меня это уж точно не спорт. Это поваляться на диване однозначно. И никуда не ходить. То есть, я не знаю, вот эти моменты с тем, чтобы сбросить какой-то стресс, но это какая-то серьезная должна быть история. Какое-то событие, когда тебе нужно в горы побежать, условно, или на велосипеде поехать. Кстати, на велосипеде тоже езжу в горы иногда. Тяжело, но можно. Для меня, допустим, полежать на диване – это прям классно отдохнуть. Ничего не делай, чтобы тебя дети не трогали, никуда не нужно ехать. Ну, у меня вот перетренированность была. Мы вот с турнира прилетели с Астаны, и на следующий день вот с коллегами организовали футбол вечером после работы. И вот 2 часа поиграли, и на следующий день я себя так уставший чувствовал. Просто я вот 2 дня отходил. Может, из-за смены климата, возможно. Либо это вот действительно перетренированность была. Ну, если говорить про уровень энергии, по крайней мере, там, на моем примере, то есть у меня в среднем уровень энергии стал, ну, определенно выше, чем тогда, когда я спортом не занимался. То есть это точно факт. Вот. А если мы говорим в целом, да, про тренировочный процесс, в любительском беге важно понимать, я думаю, во многих видах спорта, да, есть периоды разные, да, то есть условно есть базовый период, когда мы копим здоровье, укрепляем свой организм и так далее. В целом нагрузка там не такая большая, и в целом любая тренировка тебя не должна сильно утомлять. Вот. Потом бывают, конечно, там соревновательные периоды, когда ты выбрал себе целевой старт, ты к нему готовишься. Вот здесь, конечно, да, нужно определенно смотреть, ну, более внимательно за своим состоянием, за восстановлением следить. Важно понимать в целом сам тренировочный процесс, то, что если у тебя каждая тренировка будет на 10 баллов из 10, то это точно, да, ты словишь перетрен. Вот. Но я в целом как бы тренируюсь в любительской беговой команде, у меня есть тренер. Соответственно, в целом периоды, да, они разделены, да, есть какие-то нагрузочные недели, есть недели такие, где мы сбавляем нагрузку, чтобы организм адаптировался к нагрузке. Вот. Это если смотреть в рамках там, месяца и так далее. И даже если смотреть в рамках одной недели, то там, в обычное время это максимум одна какая-то развивающая тренировка, тренировка длительного бега, там, выходной день, которую потом как бы, ну, нужно переварить. Ну и в более там соревновательный период это может быть, ну, максимум 2 развивающие работы. То есть у тебя одна там тренировка во вторник какая-то сильная прошла, и далее вплоть там до выходных у тебя чисто такие поддерживающие и восстановительные тренировки. Тут нужно понимать, да, то, что тренировка, это на самом деле, она тебя не делает сильнее. То есть она, наоборот, тебя чуть-чуть нагружает, да, то есть она дает тебе стимул. А далее, чтобы твоя форма выросла, тебе нужно эту тренировку переварить, да, чтобы произошла как бы адаптация твоего организма к этой нагрузке, да, то есть что такое значит переварить, да, то есть это правильно восстановиться, то есть правильное питание сбалансированное, и, соответственно, ну, как минимум, это достаточный сон, да, то есть 7-8 часов. Вот, если же чего-то из этого не хватает, в целом восстановление будет идти меньше, ну и хуже, соответственно, адаптация. Тогда, коллеги, вопрос. Сейчас нас наверняка слушают по большей части, ну, кто-то, кто спортом уже занимается, да, но многие люди не занимаются пока. Или вот как я, там, вечные подснежники. Скажите, как бы вы посоветовали, как человеку включить спорт в рабочую рутину? А как найти время? Может быть, как выбрать спорт? Как найти что-то свое?
А я бы, допустим, разделил этот момент на несколько, на две части, потому что для взрослого сформировавшегося человека внезапно зайти в спорт – это больше стресс для его организма, нежели чем отдых или сброс этого стресса. Есть вещи, которые должен делать каждый, там утренняя зарядка, растяжка условно, чтобы с возрастом просто легче было двигаться, физически было легче, так скажем, существовать на этом свете. А уходить в спорт только потому, что там, условно, в спортзале там какие-то веса, там, не знаю, сверхвеса брать или потому что это модно, не знаю. Вообще не про развитие, а скорее это вред для организма. Когда ты заставляешь себе каждый день утром идти в зал, я, допустим, утром в зал пробовал ходить, вообще не зашло. Хожу там час-два раза в неделю в спортзал, так чисто. Больше пообщаться, наверное, с пацанами поставить. Это должен быть такой, если человек никогда не был в спорте, я вот так думаю, он должен очень внимательно слушать свой организм. Что ему тело подсказывает, то и делать. Не насиловать однозначно, только хуже сделаете. У меня вот и есть эта проблема. Я слишком слушаю, мне кажется, я хочу больше. Да, вот мне терпения, может быть, не хватает. Если про там внедрение спорта, да, Как начать и как да, найти то время? есть я бы, наверное, порекомендовал сразу, да, не нужно прыгать или покорять сразу вершины. То есть я бы, наверное, посоветовал, если то есть, спорта в вашей жизни как такого не было, то начать, наверное, просто хотя бы с ежедневной физактивности. Там, не знаю, пусть это будет, не знаю, 30 минут активной ходьбы в день. Я думаю, на это, в принципе, время большинства должно найтись. Вот, и начать именно с постоянства, да. Вот, и я думаю, в целом, да, постоянство – это ключ как бы к успеху, да, в долгосрочной перспективе. Вот, а если же вы, наверное, уже решили как-то более серьезно заняться, не знаю, будь то тренажерный зал, футбол, бег и так далее, то я бы посоветовал тренироваться с тренером, да, то есть в целом у тренера определенно больше опыта, он видит тебя со стороны, то есть это как минимум предотвратит риск перетрена, ну и, соответственно, риск травм и так далее. Я начал, да, неважно, с ходьбы или какое-то базовое такое ОФП, ну, типа там приседания, отжимания вот со своим весом, ну, просто чтобы размять вообще в самом-самом начале организм. Ну, может быть, даже начал вот уже в какой-то там секцию там спортивную ходить или в зал тренажерный. Наверное, у всех в какой-то момент возникает ощущение, там, ой, ну, может, я сейчас тренировку пропущу, ой, да, там вроде сейчас и так там куча своих каких-то дел, задач и так далее. Ну, в общем, разные какие-то демоны в голове появляются, которые пытаются тебя с этого пути согнать. Как не соскочить? Что у вас есть совет? Ну, в моем случае это, наверное, сподвижник должен быть. Потому что я один точно никуда не пойду. У меня вот есть активный абонемент. Но когда мой сподвижник не ходит, я тоже не хожу. Я один редко когда. Как вот в беге, например, с этим? Вы же один бежите, так? Бег, он вроде как индивидуальный вид спорта, но тем не менее здесь тоже есть такие же командные вещи. То есть мы немножко сейчас до этого говорили про командные виды спорта, на самом деле в беге тоже есть командные дисциплины, да, то есть в частности есть такая дисциплина, как экиден, ну или эстафета. То есть в частности в прошлом году командой Magnum мы участвовали на Summer Relay от Алматы марафона, было в июле. В этом году тоже это старт есть. Возможно, если все получится, может быть, снова, да, повторим. Вот, то есть это раз, то есть тут тоже можно прочувствовать вот эту командную работу. Вот, и если мы говорим даже не про сами забеги, потому что забеги не часто, а вот про тренировки, то есть в частности я, например, тренируюсь в команде. То есть у меня не индивидуальные тренировки, а командные. Если говорить про мои лайфхаки, да, как не соскочить, то есть это вот тренировки в команде, это, ну, вот прям кайф. То есть плюс помимо того, что саму тренировку выполняешь, ты еще общаешься с людьми из разных кругов, из разных сфер и так далее. Это очень классно. Очень помогает, когда ты выбираешь, например, себе целевой старт, к которому ты будешь готовиться. То есть, например, выбрал старт там, осенью, не знаю, 10 километров пробежать. Вот. И в целом ты уже начинаешь к нему готовиться. Ты понимаешь, что у тебя есть цель, и ты к ней последовательно идешь. Если ты где-то неделю пропустил, то есть это уже откат назад,
ты это, в принципе, понимаешь, и тебе нужно заново как бы наверстывать. То есть это, ну, на самом деле, очень хорошо стимулирует, то есть это такой своего рода челлендж. Еще лучше помогает, когда ты там зарегистрировался, и ты еще об этом всем сообщил. Да, я участвую здесь, то есть тут уже будет, ну, некрасиво, да, если ты заявил об этом, но потом как бы соскочил. Ну, если так говорить, это, наверное, уже какой-то следующий уровень, то есть когда у тебя уже есть какая-то там самоидентификация, да, то есть там, я бегун или там, я футболист, то в целом тебе уже, наверное, никакая там особая мотивация не нужна, да, то есть в целом, понимаешь, там, я бегун, ну, соответственно, там хотя бы, то есть через день, да, я там должен 30-40 минут хотя бы побегать, это уже как такая обязательная твоя рутина. Знаете, я когда готовился к этому подкасту, я прочитал, что есть исследование Корнельского университета, и оно показало, что участие в спортивных секциях во времена вот, там, школьных лет, в подростковом возрасте, оно связано с более успешной карьерой во взрослой жизни. Работодатели отмечают, что такие сотрудники обладают лучшими навыками и командной работы, и лидерства вообще в целом. Мне интересно, замечали ли вы в себе или, может быть, в коллегах, что спорт помогал формировать вот те самые лидерские навыки, да, то есть вот взять на себя ответственность и вот там, например, сподвижника тоже потащить вот там на тренировку, да, или, ну, на наши рабочие примеры можно перенести. Ну, про ответственность, безусловно, потому что в любом спорте, в командном или в личном, ответственность в моменте все равно на человеке находится, на спортсмене. Это прям полезный очень навык для бизнеса. Это прям суперская история, потому что да, во многих, наверное, сферах очень важно в моменте признать, что ты чего-то не знаешь, или, допустим, ты это, наоборот, знаешь, и можешь с собой повести людей, или там тебе не стыдно в этом признаться. И еще один очень важный момент. Спорт немного тренирует смелость у человека. Опыт был. Товарищ меня пригласил на свой персональный вид спорта. Это борьба, крэпплинг. А я никогда не был в этих залах, условно, не был на борцовских коврах. И когда ты попадаешь в эту сферу, ты для себя открываешь новый мир. Я лично приобрел там смелость некоторую. Я попал в таких физических положениях, в которых первое время чувствовал себя супер некомфортно. Такие панические атаки испытывал в момент схваток. А со временем я это все переборол. Ну, не без помощи там ребят в зале. Просто понял, что и так тоже можно в моменте существовать и как-то выходить из этих положений. Вот не зря же говорят, что борьба там формирует характер человека, его стрессоустойчивость такую, знаете. Они все такие спокойные ходят, самоуверенные. Может быть, даже некоторые излишние, но самоуверенность очень важный тоже фактор. Что в бизнесе, что в спорте, когда ты принимаешь какое-то решение, берешь на себя ответственность, ты в этом уверен, на уверенности можно на самом деле выехать даже. Я слышал, причем в нескольких разных интервью Арнольда Шварценеггера, когда он же из спорта пошел дальше, там, в актерскую историю, потом в политику даже пошел. Он рассказывал о том, что вот как раз спорт сформировал в нем качества основные, которые он перенес потом в работу. Не знаю, это вот такая вот красивая история, да, и он действительно видит в этом какой-то что-то значимое для себя. Но он приводил пример там вот как раз дисциплины тоже, какой-то целеустремленности, того, что он там может картинку представить, куда он будет идти, и вот как раз она его зажигает. То, что может быть универсальным и для спорта, и для работы. Скажите, может быть, есть какие-то у вас примеры, какие вы уроки перенесли из спорта в жизнь? Здесь, наверное, даже не совсем урок, а воспитание детей. Спорт немного помогает. Я отдавал своего сына на многие секции спортивные, разных видов спорта. От плавания, того же тенниса. Но нигде не задержался. Я как-то это принял. То есть, его выбор, так скажем. У меня просто в голове еще то, что спортивная была, скажем, профессиональная карьера, когда это твоя работа ежедневная. И когда человек уходит со спорта, некоторые уходят с усталостью какой-то спортивной. Из-за этого я, возможно, я так думаю, не сломал его тем, что заставил бы на каком-то виде спорта остановиться. Потому что я понимал, как-то вот прочувствовал, что я в свое время устал этим заниматься. Не хочу, чтобы он то же самое испытал. Некоторые используют, допустим, площадки спортивные как
места, где можно познакомиться с правильными людьми, заключить какие-то, возможно, сделки даже. Не секрет, там на гольф-полях заключаются многомиллиардные сделки. И многие люди, бизнесмены, используют их, хоть и не хотят этим заниматься, но им нужно там быть, в этих клубах. И, так скажем, это полезно большому бизнесу, безусловно. Да, люди... Это все-таки же такая комьюнити, где люди в одном месте, собранные все, так скажем, правильные люди в одном месте. Даже вот теннисная среда. Там тоже очень много примеров, когда бизнес-партнерства возникали. Давайте я добавлю, наверное, да, про навыки, которые, не знаю, применяются в дальнейшем работе. Ну, наверное, я чуть повторюсь. Мы там много раз говорили про дисциплину, про планирование. Но вот там один из таких тоже примеров, когда там нужно что-то планировать. То есть у тебя, например, там есть какая-то там, не знаю, тренировка там, в определенное время, соответственно, тебе нужно к этому заранее подготовиться. То есть если ты опоздал, не знаю, на 15 минут, там ты пропустил разминку условно, ну и дальше там ты как-то отдельно уже там сам тренируешься. Вот, соответственно, ты уже стараешься этого не делать. В работе то же самое, да, есть сроки, соответственно, ты должен стараться, по крайней мере, их выполнять. Коллеги, ну подскажите, в завершении последний вопрос. Что бы вы посоветовали тем, кто, ну, вот так вот думает о том, чтобы начать, может, сомневается или боится, или времени все никак найти не может? Ну, я бы сказал, наверное, что времени всегда не хватает, да? На То есть, да, у всех всегда не хватает времени, вот, но я думаю, там 30 минут в день хотя бы, да, на какую-то физическую активность, я думаю, у всех найдется. Лучше начать, конечно, сегодня, да? Сразу скажут, ну какие же 30 минут? Не бывает, чтобы это 30 минут занимало. Особенно для того, чтобы комьюнити, все такое. То есть это дома, вот я там могу размяться 30 минут. Да. Ну, хотя бы с этого, да, то есть, если вообще никакого спорта и физической активности нет в вашей жизни, начать с малого, да, с маленьких шагов, главное, постоянство. Вот, просто я посоветовал бы не откладывать это на завтра, да, то есть лучшее время посадить дерево было 10 лет назад, а второе лучшее время – это сегодня. Вот, то есть если вы хотите, не знаю, через 20-30 лет отдыхать в тени этого дерева, его надо садить уже сегодня. Вот. Да, безусловно, за своим телом нужно постоянно за ним, так скажем, ухаживать, его развивать, чтобы с возрастом избежать многих, так скажем, проблем с опорно-двигательным аппаратом хотя бы. Хотя бы это должно быть мотивацией у каждого из людей заниматься хотя бы какими-то основными базовыми вещами, разминками, растяжками и прогулками. Это должна быть мотивация, чтобы увидеть своих внуков, в конце концов. Ну и правильное питание. Мы за правильное питание. Ну, я вот согласен касательно мотивации, да, то, что сказали, то, что, ну, быть, хорошо себя ощущать в пожилом, на его возрасте. То есть здесь тоже, да, есть, конечно, мотивация, не знаю, там, спортсменов, да, которые, там, не знаю, в 70 лет там бегают марафоны, ходят в горы и так далее. Мне 3-4 года, не знаю, может быть, это там, немножко плохо, да, но у меня еще есть такая мотивация, когда ты смотришь на своих дядей, тети, да, которые, ну, не знаю, 40, кто-то в 40, кто-то в 50 лет, и смотришь как бы, на качество жизни, и ты понимаешь, что, ну, как бы я не хочу так себя ощущать, и ты понимаешь, что, ну, как бы нужно работать над собой. Нельзя забывать про своевременное обследование организма, такие базовые хотя бы скрининги делать, даже когда вы спортом профессионально занимаетесь. Секрет, там многие профессиональные спортсмены-бегуны там, к середине своей карьеры получают какие-то инфаркты и так далее. Здесь люди никогда спортом не занимались, и тут сразу начинают там условно ходить или бегать, тоже теннис играть, и риски возрастают. То есть нужно плавненько погружаться, как Руслан сказал, с тренером, с грамотным тренером, который подскажет, где тебе лучше притормозить, где лучше там усилить, там условно, может быть, с гантелями полежать, руки развить немножко, чтобы удар был сильнее, или ноги там поприседать вместо бега. Такие вот моменты нужно прям сильно очень обращать на это внимание. Я слышал тоже, раз уж начал Шварценеггера вспоминать, от него интересный принцип на эту тему, мне кажется, он здесь может тоже быть полезен. Это keep hungry, то есть оставайся голодным. И вот когда я спортом занимаюсь, вот когда я там настроен на то, что я действительно там, начинаю серьезно этим заниматься,
учитывая то, что, ну, я, по крайней мере, это делаю без тренеров, я специально немножко не дорабатываю и ухожу с ощущением, с одной стороны, вроде в теле уже там нагрузка случилась, все хорошо, но с другой стороны, я понимаю, вот я бы еще мог. И вот это ощущение, оно, я вот заметил, на меня, по крайней мере, очень хорошо работает, потому что остается мотивация еще продолжать, еще хочется сходить, вместо того, чтобы был выжатый лимон, который уже плетет ноги и не знает, как дойти как до работы или до дома. И, соответственно, это и помогает легче войти в режим, да, легче начать. И, ну, наверное, какая-то профилактика травм здесь тоже есть. Так, когда ты немножко не дорабатываешь. Здесь, наверное, этот принцип подходит для того, чтобы как можно сильнее погрузиться в то, что в этот спорт, ну, в любой, чем вы начинаете заниматься. Потому что со временем все равно придется себя до максималки довести, до того, когда вы не можете там штангу поднять, не знаю, несколько раз уже. А вот чтобы погрузиться и втянуться в процесс, это прям суперский метод, безусловно. Спасибо большое, коллеги. На этом тогда закругляемся. Было очень интересно вас послушать. Да, спасибо, что пригласили. Спасибо. В эфире был выпуск подкаста «Джазбол». Напоминаю, что вы можете слушать нас на нашем портале и телеграм-боте Magnum Live, а также слушать на платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыка. Делитесь ссылками на наш подкаст с коллегами и друзьями. Оставайтесь с нами. До новых встреч. «Джазбол», «Саубол».